Теплая погода не только повод для радости, но и для беспокойства. Городские парки, скверы и другие излюбленные места для прогулок, где есть растительность, становятся местом обитания клещей. По данным Роспотребнадзора, в этом году паразиты стали более агрессивными. На конец апреля к медикам обратилось свыше 13 тысяч человек. В прошлом году было зарегистрировано не больше 8 тысяч по всей России. Клещи являются переносчиками таких опасных заболеваний, как клещевые боррелиозы, клещевой вирусный энцефалит, крымская геморрагическая лихорадка и так далее. Наш регион является эндемичным для крымской геморрагической лихорадки, так как у нас ранее фиксировались случаи данного заболевания, к сожалению, с летальным исходом, так как поздно обратились за медицинской помощью. Последний случай с летальным исходом в Ингушетии был зарегистрирован в 2008 году. В Дагестане в 2022 уже есть умершие из-за крымской геморрагической лихорадки. Крымская геморрагическая лихорадка – это остро особо опасная природно-очаговая вирусная инфекция с тяжелой интоксикацией организма, которая проявляется поражением сосудистой и свертывающей систем и приводит к кровотечениям различного характера, которые могут закончиться летальным исходом, если не обратиться незамедлительно за медицинской помощью. От энцефалита лекарства нет, есть только прививка. Ее колят 3 раза в течение 1 месяца. Иммунитет сохраняется от 3 до 5 лет. Весна и лето – это лучшее время, чтобы вакцинироваться. Пик активности клещей наблюдают обычно в сентябре и длится, как правило, до октября. В состоянии на сегодняшний день медицинская организация на территории республики обратилась 207 человек по поводу укусов клещами. Страдают от клещей не только люди, но и животные. Их может поразить болезнь Лайма, анаплазмоз и пироплазмоз. Последний смертельно опасен для домашнего скота. Вспышки бывают весной, это в начале мая и где-то в августе. Это очень такая остро протекающая болезнь. Начинается инкубационный период от 2 до 3 недель. После этого у животного температура повышается до 41-42 градусов, уменьшается надой, удой у животного, и в последующем на 2-й день у него изменения в конъюнктивах глаз, желтушность слизистых оболочек. Незваного гостя на теле животного можно удалить самому, либо обратившись к ветеринару. Врач также проведет нужные анализы, чтобы исключить инфекции, которые передаются от клеща. В первую очередь необходимо обрабатывать, поля обрабатывать, а также животных акарицидными препаратами. Рекомендуется через каждые 10 дней обрабатывать животных. Есть такие препараты, как неоцидол и другие препараты, очень эффективные. И помимо этого химиопрофилактика, применяет препарат азиден 7%, тоже через каждые 12 дней ее надо применять, чтобы животное не заболело. Так, клещи опасны и для животных, и для людей. Отправляясь на природу, не стоит забывать о таких мерах безопасности, как спреи, отпугивающие насекомых, и длинная одежда светлых цветов, чтобы легче обнаружить маленького паразита. Хава Газикова, Асхаб Белакиев, Новости 24.